В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в России траурный день в память о жертвах трагедии в Кемерово, где при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 41 из которых дети. Абхазия скорбит вместе с Россией. Люди искренне соболезнуют семьям погибших, всячески выражая им поддержку в этот тяжелый час. К посольству России, где в знак траура приспущены государственные флаги, и сегодня приходили люди с цветами и детскими игрушками. 29 и 30 марта с 10 часов в российском посольстве будет открыта траурная книга. А вечером у посольства России состоялась акция памяти, организованная молодежным комитетом Сухумской городской администрации. Люди приходили целыми семьями. Они зажгли свечи, а затем с шарами в руках выстроились в ряд, перекрыв проезжую часть перед посольством. Затем выпустили шары в небо. Выключить свет. Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Сложно вообще что-либо говорить в таком случае, но я думаю, что не остался вообще ни один равнодушный человек у нас в республике, да и вообще во всей стране, кто не сочувствовал бы этому горю. Очень хочется верить, что такое больше не повторится. Слов нет. Очень тяжело. Когда родители теряют детей, еще таких маленьких, которые в жизни не видели. Очень тяжело. Конечно, это была ужасная трагедия. Мы все восприняли, каждая мать, каждый человек, я думаю, восприняли эту трагедию очень близко к сердцу. Я всегда представляю себя на месте тех детей, которые погибли в этой ситуации. И я очень соболезную всем, и это большая потеря для всех нас. И я очень рада, что народ Абхазии сегодня собрался, чтобы вместе поддержать тех людей, которые сегодня рыдают и не могут спастись от этой боли. Это наша общая боль, это наша общая трагедия. И, наверное, в эти дни каждый из нас вспоминал эти ужасные дни ладской трагедии, да, когда мы знаем эту боль, мы живем с этой болью. И, наверное, страшнее, трагичнее этого ничего не может быть уже. В Сухумской городской больнице тоже провели акцию в знак поддержки людей, переживших трагедию в Кемерово. Сотрудники больницы вместе с главным врачом Вячеславом Абухба вышли на центральную трассу с шарами. Ровно в 18 часов они выпустили шары в небо. Все проезжающие машины в это время остановились и длительными сигналами поддержали акцию. В Абхазском государственном университете сегодня прошла акция в память о погибших при пожаре в Кемерово. Студенты вышли на площадь перед зданием вуза. У всех в руках листы бумаги со словами «Кемерово, Абхазия с тобой». Накануне в Гудауте у мемориала жертв ладской трагедии почтили память погибших во время пожара в Кемерово. Участники акции, а это в основном молодые люди, учащиеся, возложили цветы к памятнику жертвам ладской трагедии и зажгли свечи. Как отмечали участники акции, зажечь свечи в память о тех, кто погиб в пожаре в Кемерово – это то немногое, что жители Абхазии могут сделать в поддержку людей, потерявших близких. В парке славы города Гагра прошла гражданская акция в память о погибших в Кемерово. Сотни людей с шарами и цветами в руках пришли сюда, на святое для всех горожан место, чтобы поддержать семьи погибших при пожаре в центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Акция памяти была организована и в Очамчире. В ней приняли участие не только жители города. Специально для участия в акции сюда приехали и из районов. Минутой молчания они почтили память погибших в Кемерово и запустили шары в небо. Люди не скрывали своих эмоций. Дмитрия, Артемия и прочих в ограде Кемерово в огне погибших. Сегодня в 6 часов вечера на площади у Дворца культуры в городе Герои Тхуарчал собрались люди, и взрослые, и дети, чтобы выразить свою поддержку семьям погибших в страшной трагедии в Кемерово. Это общая боль, это общая утрата. Сегодня генеральный директор Черноморэнерго Аслан Басария провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги деятельности за 2017 год, а также дал оценку состоянию энергосистемы Абхазии. Энергетика – главная составляющая отрасль Абхазии, без стабильного функционирования которой невозможно развитие и всей страны. Протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи по всей республике составляет более 5500 километров. Во всех районах республики функционируют отделения РУП и филиалы, которые на местах занимаются обслуживанием высоковольтных линий электропередачи и ремонтно-строительными работами. Филиалы энергосбыта отвечают за сбор платежей. Всего около 1200 энергетиков трудятся в организации. Очень большая организация, очень большое имущество, колоссальное количество различного вида техники, оборудования, линий. На территории Абхазии находится 42 подстанции от 35 киловольт и выше. Это очень достаточно такая, считается, насыщенная энергосистема. Несмотря на небольшие территориальные наши возможности, мы достаточно насыщены в плане подстанционного хозяйства. И трансформаторные подстанции – это вот как раз то, что наши жители обычно видят, небольшие трансформаторы силовые. В ведении РУП Черноморэнерго порядка 1600 их. Основная часть доходов, более 50%, поступает от реализации электроэнергии. Доходы от выполненных работ составляют 33%. И только 12% Черноморэнерго получает из бюджета. За год республика потребила более 2 миллиардов киловатт-часов. Из них 219 тысяч киловатт-часов поступило из России. Что касается собираемости за потребленную электроэнергию, то по сравнению с предыдущим годом по населению она снизилась. Правда, по юридическим лицам возросла, хотя последние потребляют всего 23% энергии. Задолженность потребителей в 2017 году составляет почти 282 миллиона рублей. Помимо неуплаты за потребленную электроэнергию, люди скрывают количество потребляемых мощностей. В советские времена были нормативы по потреблению каждого домовладения. Речь шла о том, что каждое домовладение может потреблять порядка 2,5 киловатт. Сегодня каждое домовладение потребляет самый минимум 7-8 киловатт до 20 киловатт. А теперь вопрос. Все линии, построенные в советские времена, рассчитаны с учетом, что каждое домовладение будет потреблять 2,5 киловатта. Естественно, эти линии не выдерживают. Но для того, чтобы правильно и грамотно строить, выбирать сечение проводов, проводников и так далее, для того, чтобы довести надежное энергоснабжение в каждый дом, нам нужно понимать, какое потребление у каждого абонента. А если абонент не заявляется и не говорит о том, сколько он потребляет, или какая мощность ему нужна, мы этого сделать не можем. Аслан Басария рассказал о работе, осуществляемой в рамках российской инвестпрограммы. Мощность подстанции 110 киловольт Гагра-1 до начала реконструкции составляла всего 20 мегаватт. Работы здесь близятся к завершению. Теперь мощность подстанции 50 мегаватт. Инвестпрограммой на 2017-2019 годы также предусмотрены расходы на организацию автоматизированной системы диспетчерского управления. В ближайшем будущем в режиме реального времени станет возможно наблюдать за тем,
что происходит на всех подстанциях страны и быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в рамках инвестпрограммы в конце 2017 года Черноморэнерго получила новую спецтехнику. В этом году будет завезена еще одна партия спецмашин. В общей сложности из инвестпрограммы на развитие отрасли выделено порядка 240 миллионов рублей. В рамках 2018 года мы должны приобрести мини-погрузчик GCB, манипулятор и еще один УАЗ-фермер. Надеемся на то, что сейчас откроется финансирование, и мы получим этот транспорт тоже. Энергетика – жизненно важная артерия Абхазии, которая сегодня находится не в лучшем состоянии. Об этом говорится много и часто, но ситуация особо не меняется. Чтобы вывести отрасль из кризиса, необходимы огромные в масштабах нашей страны финансовые средства. Порой, чтобы получить высококачественный продукт, люди платят большие деньги. Такой подход должен касаться и сферы энергетики. Если хотим иметь в каждом доме качественный свет, то и граждане страны должны научиться за него платить. Подытожил свою пресс-конференцию Аслан Басария. Расширенный репортаж с пресс-конференции Аслана Басария смотрите в нашей программе сегодня. Хитрый коммунальный трюк. Некоторые предприимчивые жильцы сухумских многоквартирных домов для увеличения своей жилплощади возвели стены на площадках перед лифтами и даже установили двери. Как пытаются решить эту проблему коммунальные службы столицы, расскажет Рената Шакая. В Сухуми более 420 лифтов, из них с 2012 года заменено 102. Что касается выбора дома для замены лифта, особое внимание уделяется домам, где живут пенсионеры и люди, нуждающиеся в постоянной медицинской помощи. Но, как оказалось, даже тогда, когда дом попадает в заветный список по замене лифтов, сами жильцы умудряются мешать запуску уже установленного лифта. С такой проблемой столкнулись жители нового района столицы. На разных этажах двух домов по улице Чалмаз, 10 и 12, площадки вместе с лифтами жильцы заняли под свое личное пользование. Возвели там стены и даже двери поставили, получив, так сказать, новый лифт в собственном жилище. Эта квартира находится на втором этаже. Хозяин убежден, что в его действиях нет ничего противозаконного, так как на этой площадке обе квартиры принадлежат ему, и он вправе решать, какой проем оставлять между лифтом и его квартирой. Это площадью общего пользования называется. Не смейте ее закрывать. Вот убирайте все. Больше я ничего вам не могу сказать. Арасas خلاص هوبت جيتش ما يبي بيتاج شو أيبي بيتاج أيبي شغلان زي سنخون سربرا أبو بس خن يركني همان أرا أيبي شغلان زي أيبي شنن زبرس هالجن أيب شاسين يبشنوال نالو نجوني شغاز بدرو دام تبصر وبيزنو ببيد дополнительно في цена железной асси أخوجو يحوزون منرها يروزون دا أبراخود أقصن أليف توي توقو مجيوم مساس ليفتور وباس ليفتور سوسيزوان وبيزنا ويتهلا ربيقو ويتوقر чтобы эвакуировать человека рмхо бисвирси. В соседнем подъезде ситуация не лучше. Со слов хозяйки квартиры, 5 лет назад она приобрела жилплощадь вместе с замурованным лифтом. К захвату площадки не имеет никакого отношения, но постарается решить вопрос с пристройкой в короткие сроки. Русские здесь жили. Видимо, когда сюда этот человек здесь жил, видимо, они договорились, а так просто он бы не поставил. Не дай бог завтра постелится здесь инвалид или кто-то, как ему подниматься здесь потом? Я вам что сказала? Я говорю, подождите, просто по карману я поставлю, я же говорила. Ну да, поставили. Ну вот, пока еще не поставили, видишь, Ну вы собираетесь убрать, да? Ну, собираемся. Помимо того, что пристройки на площадках незаконны, они еще и небезопасны. В случае чрезвычайной ситуации эвакуировать людей из лифта будет невозможно. То, что касается перекрытия площадок, то есть это влияет на нашу работу, на работу специалистов. То есть если площадка перекрыта, доступа нету к этому этажу, бывает, человек застревает, и часто бывает, никак мы не можем эвакуировать пассажира, так что мы извиняемся, но придется снимать все площадки.
В этом же доме, но уже на 9-м этаже, ситуация такая же. Вот только здесь не только лифт находится в частной квартире, но и люк, через который при необходимости производится ремонт лифта. Как и в предыдущих квартирах, дверь нам любезно открыли и объяснили, что как только все остальные снесут свои пристройки, они сразу же уберут свою и освободят площадку. Стены все они не демонтируют, мы не будем лифт принимать. И все работы остановлены. Первым долгом ей лифт нужен. Но она, видимо, считает, что зашла в свой... А вот люк, который я вам хотел сказать, вот видите? Вот через этот люк они мотор поднимают, да, что этот вот ремонтные работы, все отсюда поднимаются, инструменты, вот специально он сделан для этого, для аварийных случаев, да. А у нас эта площадка закрытая. Вот люк они сделали, а для чего он сделан? В доме номер 10 по той же улице Чалмаз уже больше месяца не могут запустить новые лифты, мешают пристройки. Жители дома повыше этажом возмущены, сетуют, что с соседями договориться не получается. Говорили, но вот результат пока такой, пока ничего не видим результата. И вы знаете, и мы решили к вам обратиться, помочь. У меня вот супруг гемодиализный, мы нуждаемся в лифте. 25 лет он без лифта ходит, гемодиализный больной. Просто из-за этого вы тоже подошли, чтобы вы нам помогли. Выхода нету. На 2 этажах дома номер 12 по улице Чалмаз ситуация такая же. Хозяин одной из квартир утверждает, что приобрел ее уже с пристройкой и тоже постарается решить этот вопрос в ближайшее время. Всем жильцам, чьи пристройки вышли за рамки их квартир, дано 10 дней на их демонтаж. Если в течение установленного срока конструкции не будут разобраны, городская администрация вправе обратиться в прокуратуру. В 5-м домоуправлении в курсе происходящего и готовы предпринять решительные меры. Уже вот 3-ю неделю приходим, беседуем, собрания делали, общались. Но в основном все согласны убрать, но что-то с финансовым проблемой у них. Но в течение недели пообещали убрать. Большинство лифтов в столице технически устарели. По мере поступления финансов их стараются менять. К примеру, по той же улице Чалмаз в доме номер 7 лифт полностью разобран. То ли на цветной металл, то ли на какие-то другие нужды. Моторные отсеки, как и шахты, завалены бытовым мусором. Отремонтировать лифт просто невозможно. И таких домов, нуждающихся в полной замене лифтов, в городе еще более 300. Чалмаз-7 – это такая же проблема, как остальные 350 домов. К сожалению, не все от нас зависит. Мы можем, я каждый год делаю списки. На 150, я помню, 152, 156. На 17-й год я дала 110 лифтов на замену. Они пустили инвестицию на 87 лифтов, но при этом только 23 лифта попадало на... 12 лифтов на 17-й год попало, а остальные они разделили на 3 года, 17, 18, 19. Сейчас эти... подрядчики, монтажники, они как бы опережают, 19-й год тоже в 18-м делают, но я думаю, что в 19-м году формироваться новый список не будет, потому что для Москвы на 3 года он уже утвержден, уже смету экспертизы прошло все. Демонтаж старого и установка нового лифта занимает до 3 недель. При хорошем обслуживании специалисты гарантируют до 35 лет непрерывной работы новых лифтов. Списки всех домов, нуждающихся в замене лифтов, составлены. Работы будут проводиться по мере поступления финансов. Рената Шакай, Леуна Адлиба, Абхазское телевидение. В Центральном выставочном зале Сухума открылась совместная выставка работ художников-абстракционистов Адгура Ампар и Батала Джапуа. На выставке представлено около 70 живописных и графических работ. Вот уже 2-й год известные абхазские художники Адгур Ампар и Батал Джапуа преподносят весенний подарок поклонникам своего творчества и всем любителям искусства и красоты. В Центральном выставочном зале столицы открылась персональная выставка художников под говорящим названием «Весна-осень». И правда, стоит посетителю перешагнуть порог зала, как его охватывает энергетика творческого процесса, вечного поиска форм, абстрактных фигур и сюрреалистических образов, освобожденных от каких-либо признаков предметности. Глядя на эти картины, сложно говорить о том, что же хотел передать мастер. По живописи там есть такой триптих, да, вот мы его, может, видели. Это последняя, да, вот как бы из живописных работ.
Вот. Но параллельно шла еще работа над графическими работами, они расположены в другом малом зале. Вот. Поэтому для меня как бы равноценно, что те, что другие. Просто единственное, что вот последняя из живописных, вот именно та работа, а из графических те большие три, вот они являются тоже неким таким итогом, да, небольшого такого работы именно в графике. Сравнивая нынешнюю выставку с прошлогодней, Адгур Ампар отметил, что тогда работы художников были выполнены в едином направлении – абстрактном, а сейчас выставленные работы выполнены в абсолютно разных жанрах. Но все же преобладали графика и абстракционизм, который также называют нефигуративным искусством из-за отдаленности от действительности изображения форм живописи или же скульптуры. Известный художник Нукзар Лого следит за творчеством своих коллег. Он отметил, что Адгур Ампар и Батал Джапуа вышли на совершенно новый этап развития мастерства. Для меня очень важно, как растет художник шаг за шагом, так как мы видели года 2 назад персональную выставку этих же художников. А сейчас я смотрю, они углубились, оба поставили перед собой задачу очень серьезную, художественную. И мне кажется, очень удачно решают. Традиционные формы реализма переплелись с геометрическими формами определенных цветовых сочетаний абстракционизма, добиваясь гармонизации, вызывающей у созерцателя чувство полноты и завершенности композиции. Пейзажи, утопающие в зелени, соседствуют с образами сюрреализма. Адгур Ампар, он попросил просто, вдохновил его мой образ, попросил. Я как бы согласилась с удовольствием, зная этого художника, зная его работы. Я всегда в восторге от них, поэтому без слов я согласилась на это. Жизнь в центральном выставочном зале Сухума кипит, и возможность насладиться искусством есть у всех желающих. Отрадно, что среди любителей живописи разных направлений большое количество молодежи. Графический дизайнер, поэтому я и посетила сегодняшнюю выставку. Я посещаю их часто, не первый раз сегодня. Мне понравилась картина Адгура Ампар, очень интересная. И я надеюсь, в дальнейшем я тоже буду иметь какие-то выставки. Выставка «Осень-весна» продлится до 14 апреля. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. Достоевский на сцене Русского театра драмы. Премьерой спектакля «Игрок» по одноименному роману великого русского классика отметили Всемирный день театра в Русдраме. «Игрок» – это история азарта, ставшего для человека смыслом жизни, а не смыслом игры. Губительная страсть, саморазрушение. «Игрок» поставлен в форме концертного исполнения. На премьере побывали и наши корреспонденты. Репортаж Сарии Смар. Будь я на вашем месте, я бы выбрал англичанина. Француз красивее, но бодрее. Англичанин честен, в 10 раз богаче француза. Вы беситесь, и меня это ужасно развлекает. Спектакль по одноименному роману русского классика Федора Достоевского поставлен в непривычной форме концертного исполнения. На сцене никаких декораций, разодетых в костюмы актеров. Лишь музыкально-драматическое действие, где актеры играли в условных обстоятельствах. Необычным было и участие в постановке государственной хоровой капеллы под управлением народного артиста Абхазии Надара Чанба. Ведь ты меня любишь! Ведь ты меня любишь! Ведь ты меня любишь! Ты милый! Ты меня любишь! В «Игроке» все было неоднозначным, стремительным и парадоксальным. Он пронизан страстью и даже трагизмом. Режиссерское решение сделать свет еще одним действующим лицом и украсить спектакль оригинальными пластичными номерами ни на секунду не отпускало зрителя, заставляя его сопереживать героям. Что сделано в такой современной обработке, здорово, под большим впечатлением, в сочетании с музыкой, кажется удивительно. Сегодняшний наш герой в исполнении нашего артиста мне очень понравился. У меня эмоции восхищения от прекрасного. Как вот в книге Достоевского, так и на сцене сегодня бушевали эмоции. Впервые на сцену Русского драматического театра вышли молодые абхазские актеры, выпускники театрального института имени Щукина при театре Вахтангова. Главную роль в спектакле сыграл Гурам Квициния. Вжиться в образ игрока ему, безусловно, было нелегко, но долгая и упорная работа сделала свое дело. Я на самом деле еще думаю, что я не до конца ее, как бы, в нее вошел, потому что роль такого масштаба, что, мне кажется, там можно
копать и никогда не дойти до истины. Но у меня были опасения, вот вчера на прогоне, там на каких-то репетициях, что я не смогу выдержать какой-то вот этой вот сильной такого эмоционального всплеска. Вот сегодня как-то у меня и хватало эмоций, и голоса, и я не задыхался. Были, конечно, моменты перебоя, но в основном я, наоборот, мне нравилось это. Спектакль завершен. Зрители встречают актеров стоя. Несмолкаемые овации, крики «Браво!» Безусловный успех постановки. Первая премьера этого года в Рустераме прошла на ура. Взволнованные увиденным, на сцене зрители отмечали, что обязательно придут вновь, чтобы еще раз окунуться в волшебный мир театра. Сарес, мэр Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В Министерстве культуры состоялась встреча министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвиры Арсалия с актерами и режиссерами спектакля «Игрок», а также руководством Русского театра драмы. Во время встречи актеры рассказали о том, как зародилась идея поставить спектакль «Игрок» на абхазской сцене. Молодые люди отмечали, что участие в спектакле для них – это бесценный опыт. Министр культуры Эльвира Арсалия, в свою очередь, отметила ошеломляющий успех постановки. Лучшей истории для Дня театра, мне кажется, нет, потому что театр и так синтетика, а здесь еще и музыка, и наша капелла, и артисты, и талантливая инсценировка. Поэтому вот то, что вы складываетесь в такую большую интересную историю, конечно, это чудесно. И я очень надеюсь, что адаптированный или в другом виде он должен остаться в репертуаре театра. Очень хочется эту историю видеть на фестивалях, на выездах, потому что вот такие вот сложные большие проекты, где есть и капелла, и театр, и молодые, и взрослые, и состоявшаяся великая литература и режиссура, они сразу показывают нашу культуру. Последние 10 дней в каком-то находились в другом измерении, жили этим репетициями спектакля «Игрок», вот как бы находились вот в этом пространстве, в этом контексте. И я хочу сказать, что это были 10 счастливых дней. Я просто получал огромное удовольствие от того, что я наблюдал в нашем театре. Работы учащихся Гагарского лицея-интерната победили на детском кинофестивале «Гимкинфест-1517» и соревнованиях робототехников «Нашествие роботов» в Москве. По итогам кинофестиваля фильм «Морской бриз» учеников 8 А класса Гагарского лицея-интерната Александра Облотия и Луки Арджения был признан лучшим. Также робот-официант «Нарт», сконструированный учениками 9 Б класса Иваном Агрба, Аленом Гамисонье и Рашидом Кушба, занял первое место в соревновании робототехников «Нашествие роботов». Об этом сообщает Апснапресс. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью и в первой половине дня без осадков, во второй половине дня ближе к вечеру ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 21-26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.